9 февраля 71 год мог бы исполниться Бердыбеку Сапарбаеву. Бердыбек Сапарбаев – государственный и политический деятель Казахстана, доктор экономических наук, профессор. Он родился в 1953 году в селе Бесарык Кызылординской области. В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения. За годы трудовой деятельности Бердыбек Сапарбаев работал в разных сферах структуры власти, управлял 5 регионами страны, дважды был назначен министром труда и социальной защиты и дважды занимал пост вице-премьера Казахстана. С марта 2009 года по ноябрь 2014 года Бердыбек Сапарбаев занимал должность акима Восточно-Казахстанской области. Его вклад в развитие нашей области неоценим. Не случайно в 2011 году Бердыбек Машбекович был признан лучшим акимом области. За годы, проведенные на посту акима ВКО, Сапарбаев решил многие актуальные вопросы региона. Он внес значительный вклад в улучшение экономического положения страны и снижение безработицы, уделял большое внимание социальной сфере. Так, на здравоохранение при Сапарбаеве ежегодно выделялись десятки миллиардов тенге. С 2011 года в регионе было введено в эксплуатацию около 60 объектов здравоохранения. За время пребывания Бердыбека Сапарбаева на посту главы Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске были построены такие спортивные объекты, как Дворец единоборств, легкоатлетический манеж имени Ольги Рыпаковой, крытый плавательный бассейн. По инициативе Бердыбека Сапарбаева за период с 2009 по 2013 годы в ВКО были построены десятки школ, детских садов, мини-центров. Бердыбек Сапарбаев регулярно совершал рабочие поездки по районам и городам области. Он побывал практически в каждом отдаленном населенном пункте, встречался с жителями, лично проверял готовность районов и городов к каждому сезону. Сапарбаев тесно работал с рядом крестьянских хозяйств. При нем были реализованы региональные программы поддержки пчеловодства, мараловодства, овцеводства. Посевные площади в регионе возросли до 1 300 000 гектаров. Особое внимание при Бердыбеке Сапарбаеве уделялось культуре. В августе 2009 года при поддержке акима области на центральной площади города Усть-Каменогорск установили памятник поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. Также был установлен бюст Оралхану Бакию в микрорайоне Кашате. Вместе с тем в регионе стали изучать литературу прошлых веков. Одной из масштабных площадок для этих целей стала международная конференция «Алтай. Золотая колыбель тюркского мира», у участников которой была возможность исследовать богатую историю Алтая. В 2012 году в Усть-Каменогорске началось строительство нового здания драматического театра. Здание строилось по последнему слову техники. В распоряжении режиссеров и актеров прекрасное осветительное, сценическое и музыкальное оборудование, а также студия звукозаписи. С 2015 года в здании начала работу труппа молодежного театра. По инициативе акима области была построена первая в Казахстане этнодеревня, ставшая символом дружбы, мира и согласия. Главная цель этого проекта – показать обычаи, традиции, обряды и быт народов, проживающих на территории Восточно-Казахстанской области. Пожалуй, жемчужиной архитектуры в Усть-Каменогорске считается самая большая мечеть в регионе – мечеть Халифа Алтай. Значительный вклад в своевременное завершение ее строительства внес как раз Бердыбек Сапарбаев. Сегодня к этой мечети стекаются множество верующих. Она построена в классическом исламском стиле. Интерьер мечети Халифа Алтай поражает красотой. Вместимость мечети составляет 3000 человек. Все это
лишь малая часть из всех запоминающихся достижений Бердыбека Сапарбаева, человека, взявшего в свое время на себя ответственность за развитие Восточного Казахстана и добившегося в этом деле успеха.